27 октября 2022 года самый богатый человек в мире Илон Маск стал владельцем Твиттера и переименовал его в X. В результате, через год после нововведений, компанию обвиняют в засилии ненависти и дезинформации. Также X потерял около трети своей капитализации. В июле Маск открыто признал, что за время его руководства платформа лишилась почти всех доходов от рекламы. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Российская армия ударила по пожарной части Изюма. Этой ночью около полуночи враг нанес ракетный удар по городу Изюм. Предварительно из ЗРК С-300. Повреждено здание пожарно-спасательного подразделения ГСЧС. Взрыв в пригороде курортного города Таба в Египте. Упал то ли дрон, то ли ракета. Армия Израиля поднимала боевую авиацию. Израиль будет сотрудничать с Египтом и США и укреплять региональную оборону против угроз из района Красного моря. Покушение на лидера сепаратистов. Олег Царев в больнице в тяжелом состоянии. Олегу Цареву всем желаем здоровья, в тяжелом состоянии, работать правоохранителями. Друзья, по традиции для начала о наболевшем. Все просят лайки, и я не буду исключением, ведь для команды Нехта очень важна ваша поддержка. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны. Это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. 8 спасателей пострадали в результате российского удара по пожарной части в Изюме Харьковской области. Повреждены 13 единиц техники. Ударили россияне по части ночью, когда пострадавшие находились на дежурстве. 4 человека госпитализированы, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. Как раз сегодня сотрудники службы пожарной безопасности в Харьковской области отмечают ее 200-летие. Этой ночью около полуночи враг нанес ракетный удар по городу Изюм. Предварительно из ЗРК С-300. Повреждено здание пожарно-спасательного подразделения ГСЧС. Ранения получили 8 человек личного состава, которые находились на дежурстве. 4 из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные не нуждались в госпитализации. Курскую АЭС минувшей ночью атаковали дроны. По крайней мере, об атаке 3 вражеских беспилотников на Курскую атомную электростанцию в Курчатове сообщает пресс-служба АЭС. В результате атаки никто не пострадал. Телеграм-канал «База» пишет, что один из дронов упал в зоне кинологического городка и не сдетонировал. Второй беспилотник с взрывным устройством нашли на земле. Третий, как утверждает канал, атаковал склад с ядерными отходами и повредил фасад здания склада. Взрыв в курортном городе Таба в Египте. Пострадали 6 человек. Снаряд попал в здание больницы и жилой дом, сообщает Sky News Arabia. Власти Египта заявили, что выясняют, откуда были запущены ракеты, и оставляют за собой право ответить на атаку. Позже в местных СМИ появилась информация, что это был беспилотник, а не ракета. Таба находится напротив израильского Эйлата. Предположительно, ракеты запускали йеменские хуситы. На их перехват поднимались истребители ВВС Израиля. В ответ на угрозу были подняты боевые вертолеты, и в настоящее время ведется расследование. Насколько мы понимаем, удар, нанесенный по Египту, был вызван этой угрозой. Израиль будет сотрудничать с Египтом и США и укреплять региональную оборону против угроз из района Красного моря. Минувшей ночью Хамас хаотично обстрелял инфраструктуру Израиля, при этом оставил без электричества целый район. Под обстрелом оказались Ришон Ле-Цион, Холон и Тель-Авив. Полиция Израиля призвала жителей избегать места падения обломков. Была повреждена и загорелась опора линии электропередач. Местные сообщали об отключениях электроэнергии в этом районе. По данным израильских СМИ, пострадавших в результате обстрела нет. Военное крыло Хамас заявило, что обстреляло Тель-Авив в ответ на массовое убийство гражданских в секторе Газа. Там сообщили о гибели 50 израильских заложников. В сообщении подчеркивается, что они погибли в результате сионистских бомбардировок и массовых убийств. Цахал, в свою очередь, заявили о новом числе заложников. Теперь их 229, ранее было 222. Минувшей ночью в Иерусалиме их родственники провели акцию «Огни надежды». Рядом с каждым прожектором лежала табличка с именем и фотографией одного из удерживаемых Хамасом. Моего брата Элию Коэна похитили с вечеринки 7 октября. Нам его очень не хватает.
И у нас здесь много людей, которые тоже были похищены. И мы хотим, чтобы они вернулись. Мы просто хотим, чтобы они вернулись. Мы хотим вернуть нашего Афира и все 229 человек, израильтян, которые находятся в Газа. Мы хотим, чтобы они вернулись домой как можно скорее. Сухопутные войска Израиля под покровом ночи снова вошли в Газу в рамках наземного рейда. В нем участвовали пехота, бронетехника и инженерные войска. В течение нескольких часов войска атаковали силы Хамаса и террористические объекты, пишет издание «Иерусалим-Пост». Предполагалось, что пребывание подразделений Цахал в Газе должно было быть недолгим. Не все цели можно поразить с воздуха, к сожалению. Поэтому уже вторую ночь происходят полномасштабные рейды, которые производит 36-я бронетанковая дивизия в составе инженерных, пехотных, спецподразделений, разведчики и так далее. Эти рейды сделаны или они производятся для того, чтобы, во-первых, подготовить территорию к полномасштабной операции, уничтожить те цели, которые нельзя уничтожить с воздуха, и, естественно, проверить всю территорию на наличие туннелей, командных пунктов. Вчера, между прочим, были уничтожены десятки террористов, которые вышли из туннелей. Это все было заранее предусмотрено. Артиллерия поддерживала этот рейд, ударные вертолеты с воздуха, дроны, которые были над войсками и так далее. Они вышли без потерь. Это уже вторая ночь, когда происходит такое полномасштабное действие уже в секторе Газе. Путин умер, но это не точно. Ряд российских пабликов разнес информацию о серьезных проблемах с сердцем у российского диктатора. Дошло якобы до того, что у него даже останавливалось сердце, и пришлось его реанимировать охране. На это даже пришлось реагировать Пескову. Однако он назвал это абсурдной информационной уткой. Я могу сказать, что никаких нету двойников, что касается работы и так далее. Это, знаете, такое относится к категории абсурдных уток информационных, которые с завидным упорством обсуждают целый ряд СМИ. Вот. Ничего, кроме улыбки, это, конечно, не вызывает. Песков вынужден был просто на эту тему отмечать. Почему? Потому что телеграм-канал генерала СВР за последние 2 года стал очень читаемым и очень цитируемым, в том числе за границей. И поэтому, когда он опубликовал вот эту информацию о остановке сердца у Путина, она немедленно несколько раз облетела весь мир. И ее процитировали все средства массовой информации, которые только можно было. Вот. И у Пескова ничего не оставалось, кроме как выходить на прессу и пытаться оправдываться. Но, с другой стороны, когда он оправдывается, то, конечно, все начинают еще больше сомневаться. Вот, но не оправдаться он уже не мог, потому что эта новость слишком много к себе привлекала внимание, и поэтому он был вынужден оправдываться. Стоит отметить, что перед сообщениями о сердечном приступе диктатора он ночью встретился с реквизитом для выборов Явлинским. Обсуждали якобы прекращение огня в Украине. По крайней мере, такую версию темы переговоров озвучили в пресс-службе партии «Яблоко». СМИ ранее писали, что Кремль подыскивает Путину либерального соперника на выборах. Явлинский тогда говорил, что готов выдвинуть свою кандидатуру, если граждане сами соберут не менее 10 миллионов подписей за него. Ну и еще одна одиозная личность отправилась одной ногой на концерт к Кобзону. Покушение совершено на одного из лидеров сепаратистов Донбасса Олега Царева. Его якобы подстрелили в санатории Крыма, где он живет. Он в реанимации с большой потерей крови. В российском так называемом МВД Крыма и больницах Ялты не знают, где находится Царев после покушения, сообщают российские паблики. По словам их источников, это может объясняться тем, что делом занимается ФСБ. Напомню, что Царев был депутатом Верховной Рады нескольких созывов от пророссийской партии. В 2014 году примкнул к россиянам. В Украине бывшего нардепа заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену. По Олегу Цареву всем желаем здоровья. Знаем, что в тяжелом состоянии, работают правоохранители. Нынешние реалии. Правоохранители должны разобраться на самом деле, что это были, поэтому ждем полноценную информацию.
Дания и США объявили о новых пакетах военной помощи Украине на 520 и 150 миллионов долларов соответственно. В датские пакеты помощи войдут советские танки Т-72Я и БМП-2, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, дроны, стрелковое оружие и бронированные инженерно-эвакуационные машины. Их поставка финансируется совместно с Германией, а в пакет от США входят дополнительные боеприпасы для «Насамс» и «Хаймарс», ракеты для ПВО, зенитные ракеты «Стингер» и другие снаряды и патроны, а также запчасти для военной техники. Россия у Авдеевки потеряла больше техники, чем под Угледаром, сообщает Институт изучения войны. Потери россиян там значительней, и оборонно-промышленный комплекс не может компенсировать их в полной мере, сообщают аналитики. При этом россияне перебрасывают туда новые подразделения, что может говорить о продолжении попыток массированного штурма города. В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал о более чем 20 отбитых атаках и о потерях российских войск. Авдеевка – один из наиболее укрепленных районов украинской обороны, которые российские войска не могут взять с начала войны. Однако последние 2 недели российская армия ведет массированный штурм города, несмотря на большие потери. Тяжело, но радует то, что враг несет колоссальные потери и в живой силе, и в технике. Это тысячи погибших, еще больше раненых, больше 400 единиц бронированной техники. Начиная с 10 октября россияне потеряли уже на Авдеевском направлении. Ну и радует то, что линия обороны, она держится, и вооруженные силы Украины сдерживают этот натиск, и местами иногда даже определенные, скажем так, контратакующие, небольшие, но производят действия. Путинский олигарх Фридман снова в лентах новостей. Он просил британские власти разблокировать и разрешить тратить 30 тысяч фунтов на особняк, где хранится его коллекция произведений искусства стоимостью в 53 миллиона долларов. Однако высокий суд Лондона отклонил иск российского миллиардера. Фридман под британскими санкциями с весны этого года. Он так и не решился назвать войну войной. В начале октября уехал из Британии в Израиль, однако потом ему пришлось вернуться в Россию из-за начавшихся боевых действий. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию еще более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Твиттере. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!